В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты и Арам Занабуев готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Ночь Мирадж. Как в регионе отмечают День Вознесения посланника Творца на небеса? Какие знамения и таинства Аллаха он увидел? Прекрасная сунна. В честь благословенного времени региональный общественный фонд раздал мясо крупнорогатого скота во всех муниципалитетах республики. Кто получил помощь? Безопасность на первом месте. Очень часто посещаем образовательные учреждения, проводим беседы, профилактические мероприятия. Сотрудники госавтоинспекции провели профилактическую беседу со школьниками. Какие они, права и обязанности на дорогах? Наступило время великого события, именуемого Аль-Исра валь-Мирадж. Посланник Творца отправился в путешествие из святыни Аль-Харама в Мекке в Иерусалимскую Аль-Акса, а из запретной мечети пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, вознесся на небеса. Это поистине чудо. В честь этого события в регионе прошли религиозные мероприятия. Репортаж Адама Сулейманова с центральной мечети Грозного. Ночь Мирадж – одна из главных дат для мусульман в году. В эту ночь произошло чудо – вознесение пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, на небеса. В связи с этим каждый верующий должен уделить данному событию особое внимание. Согласно преданию, однажды Всевышний Аллах призвал к себе своего посланника. В мгновение ока пророк перенесся из Мекки в Иерусалим, а затем по жемчужной лестнице ангелов с золотыми и серебряными ступеньками поднялся на 7-е небо, к небесному престолу Творца. В эту ночь с пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, произошли сразу два чуда. Именно поэтому у праздника два названия – Аль-Исра и Аль-Мирадж. Великая ночь ожидается 27-го по счету числа месяца Раджаб. В честь такого события в центральной мечети города Грозный прошла проповедь. К подобной дате стоит готовиться с особым усердием, выполняя все предписания от Всевышнего, стараясь совершить как можно больше благих дел, ведь за это полагается наивысшая награда, а в священный период она умножается многократно. После вечерней молитвы муфтий Чеченской Республики Сала Хаджи Межиев привел примеры из исламской истории. В свою очередь, собравшиеся с вниманием слушали рассказ о жизни нашего пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. После проповеди традиционно прочитали мавлид, восхваляя имя Всевышнего. По завершению собравшиеся прочитали коллективное дуа за благую жизнь и за помощь всем, кто в ней нуждается. Адам Сулейманов, Магомед Басаев, Харон Абдулаев. Вести Чеченская Республика. В честь великого события Ночи Мираджа региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел благотворительную акцию.
Нуждающимся семьям раздали мясо 70 крупнорогатого скота. Репортаж Турпола Алита Исумова. Благие дела от фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова продолжаются. В честь священного времени в республике прошла очередная раздача мяса жертвенных животных для нуждающихся семей. Акция охватила все районы субъекта, от центральных до высокогорных. В непростое время люди особенно сильно нуждаются в помощи, поэтому региональный общественный фонд при помощи волонтеров доставляет продовольствие прямо к порогу дома или квартиры, вне зависимости от времени и места. Благодарность в адрес президента фонда Аймани Несиевны и главы региона Рамзана Кадырова всегда самая искренняя. Безвозмездная поддержка будет проходить и далее, причем не только в виде мяса, но и продуктов и денежных средств. И поэтому люди могут быть уверены, что они не останутся один на один с жизненными трудностями. Турпал Алита Исумов и Сайд Селим Ампукаев. Вести. Чеченская Республика. Жители нескольких сирийских провинций, которые пострадали от землетрясения, испытывают острую нехватку медикаментов, палаток для жилья и теплой одежды. Помощь с первых дней оказывает региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Очередной гуманитарный груз из Чеченской Республики для пострадавших в результате трагедии уже прибыл. С подробностями Лейла Муртазова. Очередной гуманитарный груз общим весом 62 тонны был доставлен в город Латакия Сирийской Арабской Республики. Его организовал региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Пострадавшим от землетрясения в Сирии передали предметы первой необходимости: зимняя одежда, подушки, матрасы, теплые покрывала, средства гигиены. По просьбе сирийской стороны региональным общественным фондом имени Ахмата Хаджи Кадырова было дополнительно закуплено детское питание, электрогенераторы, осветительные фонари. Представители органов государственной власти и жители Сирии выражают глубокие слова благодарности главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, президенту регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова, Аймани Несиевны Кадыровой. Представители благотворительных организаций отметили, что жители города действительно находятся в ужасном состоянии и нуждаются в скорейшей помощи. Для того, чтобы гуманитарная поддержка дошла до пострадавших как можно быстро, волонтеры из Чеченской Республики работали совместно с местными. وضعنا أصلاً دونت أيوهم نشطان أيضا قدروا أيضا أيوهم نشان حش دات صنطيقات إنش يدقوا يش ليلن نشقص وين ليلن يش الآلر خا سانا جزء نياب قديمة أصلا من كارخ ما دوس كيا سانا شقوا يسان رولك يوس يا شبيه تعدو يشطان كوكش بيرزن دون سانا أيوه نسكي ياتستان وين نسكي تعقد عقر هم تغير ترى سانا نسكي شوشة أيوه خم يوش حالدو ولاش دون طن مهم نش حيش سانا إتان دقنا وصلوا مولنش حاليش دون دق تابول ناخ قط خونز جاتونش باش فوندو حدا это молно что бешен я меня вариант точь детский питание ё мерч что подвальное помещение что дуй бой нахдона еще шил это сумёч плеч одеяж قيك это плене قزحه ترسير ё اتمخن قزات ام تعبال حبال دونا وتحكش دات خندول حال اما اصناغ ان термина وصدات تجادك. Также чеченская делегация встретилась с дивизионным генералом Сирии Удей Али Сулейманом и обсудила вопросы распределения гуманитарного груза. В ходе диалога было принято решение разделить его между двумя наиболее поврежденным от стихийного бедствия городами. За такой великодушный жест и протянутую руку помощи были выражены слова благодарности. Спасибо вам за гуманитарную помощь, за этот широкий жест гуманизма. Будем надеяться, что наши связи будут укрепляться и будут развиваться не только в рамках каких-то бедствий. Мы будем помогать друг другу. И не только будем делить горестные моменты, но и моменты радости, счастья и удовольствия. Однако на все воля Божья, мы не властны над своей судьбой. В
Стоит отметить, что это не первая и не последняя гуманитарная помощь, которая будет направлена жителям Сирии и Турции. В самое ближайшее время ожидается еще один борт. Руководство республики разделило это несчастье вместе с пострадавшим народом, всесторонне помогая, насколько это возможно, чтобы люди смогли прийти в себя после пережитого несчастья. Лейла Муртазова, Саидамин Дауд Мирзаев, Вести, Чеченская Республика. Внесены изменения в границы всех 4 районов Грозного. Об этом стало известно на совещании, прошедшем в мэрии под руководством градоначальника Хасмагомеда Кадырова. Современные реалии логистики и объектов социального значения были учтены в решении данного вопроса. Так, жители поселка Карпинка с сегодняшнего дня переходят в административные права Висаитовского района. К Шейх-Мансуровскому примкнули граждане поселка Войково. В связи с этим республиканским муниципальным организациям, учреждениям и предприятиям дано поручение провести мероприятия по внесению изменений в территории городских районов. Также обсудили вопрос переименования улиц, в связи с чем возникают проблемы при регистрации по месту проживания. Хасмагомед Кадыров дал указание исправить ситуацию и ежемесячно обновлять сведения о переименованных улицах, сверяя их с данными Грозненской городской думой. Сотрудники госавтоинспекции провели профилактическую беседу с учащимися республиканского комплекса общего и дополнительного образования «Квант». В ходе общения подросткам напомнили о правилах дорожного движения и безопасности нахождения в общественных местах. Полицейские рассказали о типичных ошибках поведения на дорогах, в результате которых несовершеннолетние попадают в ДТП. Также инспекторы рассказали о средствах и способах защиты, об административной и уголовной ответственности. В свою очередь, школьники задали интересующие их вопросы к блюстителям порядка. Профилактика детского травматизма – приоритетная задача для сотрудников госавтоинспекции, потому что знание правил дорожного движения, соблюдение этих правил детьми гарантирует нам в подрастающем поколении культурных участников дорожного движения. К сожалению, дети становятся участниками ДТП. В прошлом году на территории нашей республики погибло 7 детей в дорожно-транспортных происшествиях. Мы же со своей стороны, сотрудники госавтоинспекции, очень часто посещаем образовательные учреждения, проводим беседы, профилактические мероприятия, акции, всякого рода конкурсы с участием детей на знание правил дорожного движения. В кинотеатрах стартовал фильм «Праведник», основанный на реальных событиях о том, как советский офицер спасает евреев. Партизан Николай Киселев пытается в годы войны вывести за линию фронта более 200 евреев, бежавших из оккупированного белорусского селения. О том, что предстоит пережить героям, узнаем в сюжете Медины Мударовой. Товарищи добровольцы, я посмотрю, не все здесь призывного возраста. Бабушка, это ваши внуки? Бабушка у тебя дома сидит на печке. Фильм, который тронет не только взрослых, но и детей. Актеры пришли сквозь времена и страны, мерзли под дождем и пробирались сквозь лесные чащи, чтобы показать зрителям правдивую картину происходящего. «Праведник» – военная драма Сергея Урсуляка. Картина захватывает с первых минут. События разворачиваются в 1941 году. Офицер Красной Армии Николай Киселев получил приказ вывести людей. В основе сценария подвиг советского солдата, который осенью 1942 года вывел группу евреев. 218 женщин, стариков и детей из деревни Долгиново под Минском, которую нацисты превратили в гетто. В основе сценария подлинные рассказы участников драматических событий и их родственников. Праведность Киселева – это не жизнь святого, так сказать, это жизнь человека, стихийного, так сказать, праведника. Да? Он стал праведником, потому что он спас очень много человеческих душ.
Это не просто фильм. Зрители погружаются в период ожесточенной войны. Сценарий заставляет быть в напряжении с самого начала. В фильме играют известные актеры театра и кино. Главного героя Киселева воплотил на экране Александр Яценко. Постепенно с каждым днем меняется. Начинает видеть в этих людях очень близкие человеческие качества, очень интересную жизнь. Связной в отряде Киселева и одновременно переводчица была Анна. Ее сыграла актриса Любовь Константинова. Ради фильма девушка брала уроки языка идиш. Это не пример, когда человек изначально был какой-то идеальный, а это очень реальный человек с очень понятными проблемами, переживаниями. И вдруг он совершает такое количество выборов, каких-то моральных, каких-то человеческих, за которыми раскрывается его сердце. В кинотеатрах Грозного фильм уже в прокате. С каждым сеансом места в зале становится все меньше. Жителям Чеченской Республики картина пришлась по вкусу. Нужно поддерживать российский кинематограф, потому что он встал уже на более высший уровень, и качество игры актеров, оно заслуживает внимания. И именно конкретно фильм «Праведник» я рекомендую посмотреть, чтобы почувствовать, проникнуться этой трогательной историей, и чтобы затронуть какие-то частички души человеческой. Любители фильмов находят время сходить в кинотеатр даже в будние дни. Любая качественная картина всегда найдет своего зрителя. Вот и грозинцы сполна оценили это творение. Фильм мне очень понравился, особенно понравилось то, как они передали атмосферу во время Великой Отечественной войны, игра актеров, про операторскую работу и монтаж вообще не буду ничего говорить, все сделано шикарно. Всем бы посоветовал прийти посмотреть этот фильм. Я только что вышел из зала, фильм мне очень понравился, очень трогательный фильм, заставляет о многом задуматься. Советую всем его посмотреть. Качественные фильмы российского кинематографа выпускаются все чаще, а их рейтинги и просмотры становятся все выше. «Праведник» — картина о настоящем герое, она точно вызовет у вас бурю эмоций. Фильм уже в прокате, поэтому не пропустите. Медина Мутарова, Мовсар Хаджиев, Сайдели Ампукаев, Сайдемин Дудмирзаев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших страницах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.